устал сегодня. Но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье бай Старк». Создана Старк, выбрана вами. Селям алейкум, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Софрага Буйранас». И я ее ведущая Айша Джевдетова. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что в гостях нашей телепередачи талантливая, обворожительная телеведущая нашего телеканала «Миллет» Гульджан Мамбетова. А я в процессе приготовления вкуснейшего кофе Леба Голд жду нашу прекрасную гостью. Селям алейкум, Айша ханым. Хош келдин, Гульджан. Сау болуңуз. Как добралась? Как Хорошо. настроение? Вот видишь, хавичик приготовила. Пахнет. Очень вкусно, не зря. Это наши крымско-татарские традиции, правильно? Ни одна Конечно. крымско-татарская семья не обходится без кофе по утрам. Поэтому буйр. Сау болуңуз. Афетлер олсын. Где шаялся? Как добралась, как настроение? Хорошо. Осень. Чудесная пора осень, правда? Пек не зетле. Не зетлем? Обед. Сіздің қолыңыздан бөлек хавен ичмек. Ай, сағол, жаным, сағол. Леба Голд – богатый купаж отборных сортов арабики с лучших плантаций мира подарит вам незабываемый яркий карамельный вкус и цветочный аромат. Сделайте ярче ваш день с кофе Леба Голд. Сау болуңуз, пек не зетле. Афетлер олсын. Давайте тогда начнем, да? Да, Гульджан, расскажи нам, пожалуйста, что мы будем готовить. Я вижу, у нас много овощей, мяска. Айт, не пширидемыз. Шырыжемыз әлбетте дымлама, мына күз мевсімі ве біздің организміміз çok витаминлерны талап ете. Дорогие наши телезрители, сегодня будем готовить дымламу, и как мы видим, много рецептов, но особенно, я думаю, каждая крымская татарка должна готовить, я думаю, такую сильную дымламу, потому что у нас Со есть... всеми, что ни на Да. есть, нужными ингредиентами для нее. У нас есть, как я вижу, мясо, жир, Жирочек, да, жирочек. придает особенный вкус. картошечка, лук и морковь, перец и капусточка и, я думаю, помидоры, по желанию, я думаю. Айда башлайықым. Бисмилля деп. Бисмилля рахмани рахим. Башлайық. Бізге хазан керек. Эбет. Ойлемі? Балабан хазан. Бойле хазан келішім. Келеше. Хазан қоямыз. Açамыз. С чего начнем, Гульджан? Давайте с мяса. С мяска? Да. Картошечку можно Да. нарезать, да? Смотри, как? На 2 части. На 3, я думаю, даже на 4 пополам. Пополам и еще раз пополам. Я займусь картошкой. А масло? Масло мы нальем, наверное, позже, да? Или сразу? Не, я Давай. думаю, надо подождать. Гульджан, дорогая, а ну-ка расскажи, как начинать свое утро телеведущей? С чего ты его начинаешь? Ну, конечно, как я ведущая программы «Саба», я встаю 4 часа, Ты встаешь с саба очень Да. рано. очень рано. В первую очередь, конечно, у каждой крымско-татарской девушки, и, думаю, каждого человека утро начинается с кофе. Потом быстро-быстро собираюсь. на Либо работу. пьешь? Конечно. Правильно, ты сделала правильный выбор. Савол, собираюсь и быстро на работу. 7 часов мы в прямом эфире работаем Машаллах. для телеканала «Миллет». Я знаю, что Очень помимо телепередачи «Саба», ты еще являешься ведущей различных рубрик. Расскажи нам об этом. Конечно, еще как я начинала работать, ну, сначала я работала в телеканале «Миллет» на новостях, получается, То где-то есть ты 3 начинала с месяца, новостей, да? И потом, я помню, как мы
у нас открылся, ну, первый крымский раньше был, потом Миллет, и мы начали, и Сусанна Ханум Бейтула говорит, у нас нужны художественные редакторы. Мгм. Я пришла, она говорит, ну, давай попробуем для утра что-нибудь сделать. Ну, я подумала, что мне ближе. Сначала спорт, Мгм. потом рубрика «Сагла Маят», и так, и ведущая сама сейчас. Расскажи, а спорт, как проходит эта твоя рубрика? Что ты делаешь? Ты ходишь по различным спортивным заведениям, секциям, да? Да, ты правильно говоришь, но вначале у нас была идея на крымско-татарском вести спорт и объяснять нашим телезрителям все, как на крымско-татарском попробовать. Я думаю, мы это сделали, их с Метолса будем продолжать. Ну, я думаю, что ты сделала правильный выбор, выбирая спорт, потому что спорт Да. неотъемлемая часть нашей жизни, и как бы здоровье наше зависит от него, правильно? Эльбетте. Так что, дорогие друзья, занимайтесь спортом. Эльбетте, азиз телесерджілер, біздің яғымыз енді азыр, мен белесем, етні да хоша білеміз. Қолымнен хошарым. И бет холоден яп. А теперь расскажи про такую передачу, как «Сагла Маят». Сагла Маят, там, ну, там получаются продукты, растения, которые помогают нашему организму. Мы каждый день используем эти растения, продукты, не задумываясь, о чем мы говорим, да, о чем мы вообще готовим. О полезности этих продуктов. Многие не знают, Не правильно? знают, А ты да. помогаешь узнать. Да, и советуем. Машаллах. Гульджана, ты всегда мечтала стать телеведущей или были какие-то другие мечты? В детстве Нет. о чем мечтала? В детстве я родилась в Узбекистане, В каком городе? Гулистан. Ай, как красиво. Гульджан из Гулистана. Да, еще у меня сестра еще Гульнас, и все родственники, когда приезжали, говорили, почему, говорят, даже собаку Чульгуль назвали. Это очень интересно. Я всегда у мамы спрашиваю, она смеется. Я родилась в Гулистане, училась в начальной школе, и тогда я хотела стать учителем начальных классов. Хотела, поступила. И перехотела, да? Да. Ну, я стала учителем, я филолог крымско-татарского языка. Вот оно как. А где ты училась? Расскажи. Я училась в Крымском инженерно-педагогическом университете, первое образование крымско-татарский язык и литература. Получила бакалавр, но параллельно я училась заочно химик-биолог. Ничего себе, какие разносторонние у тебя профессии. Да, я хотела, вот когда я шла, почему выбрала крымско-татарский язык, когда мы сюда приехали, и моя первая мечта была работать в школе и преподавать такие важные предметы, как биология и химия, на крымско-татарском языке. Машалла. И это что-то Хметолов новенькое. более олды. Бәлкім бір яқшы қырым татар мектебіміз олырды. Эльбет. Саға қызмет олыр Милли болса. анда да очалық болса. yapmaға. Бақ, Мгм. соғанымыз hazır. Е? И bizim etimiz kavrula енді. Так, лук смотри, как резать. Давайте дольками. Вот так на Да, два, да. наверное, да? И вот таким образом. Ой, Лема? Ойле. Тек бегенем bu яғны мына көзімде түсті, ве қолымда түсті. Азиз телесерджілер, мен белесем оны қошармыз, та bizim etimiz яқшы та қавырылмай. Оны та бір керек хаштырмақ керек. Я хошсан, етіміз пек незетлі ола. Ага. Ве күчлі ола. Век үчлі ола, ебет. Мына енді etimiz де қавырылып башлады. Қоқымаға да башлады. Қоқысысын да Тапашамаға істедім, Гүлжан. Саба мен сен білесің, мен насыл ашамаға істеймін, анда 2,5 саат девамында. Пек істейміз ашамаға, ама хавейчеміз ве әлбетте үш олсын. Иш олса яқшы, Гүлжан, ойлемі? Эбет. Сегодня у нас такой тандем, две телеведущие готовят. Да. И это прекрасно. Гульджана, как часто готовишь? И для кого готовишь? Чем удивляешь? О, не знаю, ну, я думаю, я работаю, да, с утра, но утром я завтраки не готовлю. А, не завтракаешь. Нет. После обеда Следишь за фигурой. и спортом, да, занимаюсь. Нет, я Фигура у тебя готовлю. прекрасная, Гульджана. Ағылмыз Айша ханым. Что соблюдаешь?
Да. Я готовлю для близких всегда, ну, как я помню, уже с 7 лет я уже готовила. Я помню первое блюдо. А что ты приготовила первый раз? Я суп приготовила. Да, Получилось. да. И накормила всех. Накормила А всех. представляю, как Анашка обрадовалась твоя. Да. Ну, уже 4-й, даже 5 класс. Ну, я жила в Узбекистане, как я говорила, Гулистан. Там даже предметы были, у нас труд, преподавали, как правильно готовить. Мусульманская страна и все традиции. Уже каждая девушка встает 5 часов, чисто и одета, и все готовит. И там главное, мне нравятся лепешки, вот тандырные лепешки. Да, ты что? В Узбекистане там столько вкусняшек этих. Да. Ты знаешь, у меня ездила моя одна тизешка в Узбекистан, и пока она там была, она поправилась и говорит: слушай, Айше, она ахламагада пошла домой. Я поправилась, потому что ездила в Узбекистан, там столько вкусного. А у тебя воспоминания какие-то с Узбекистаном остались? Ну, конечно Ну, же, конечно, остались. 9 классов Ты национальной уже была школы, взрослой да. девочкой, конечно. Что осталось? Какие воспоминания? Друзья, одноклассники. Общаетесь до сих пор? До сих пор общаемся. Сметался, очень хочу туда поехать. Ты можешь, кстати, воспользоваться моментом и передать им привет. Я думаю, они нас 7 лет, конечно, смотрят. Я уверена, смотрят, потому что мы проводили марафоны. Я принимала звонки, и к нам дозвонились с Узбекистана. Ух ты! На узбекском. Конечно, разговаривала. Очень приятно. И вспомнила узбекский язык. Было интересно. Я думаю, что все твои друзья и родные горды тобой. И они рады, что ты работаешь здесь, и у тебя это получается. Да, родители смотрят, брат, сестра с семьей всегда смотрят. И есть критика, есть Ну, конечно. работа. А как относишься к критике? Воспринимаешь? Да. Правильно. Всегда воспринимаю, потому что человек должен меняться. Если кто-то рядом, друзья, видит это и говорят нам, как мы выглядим и что нам работать, как нам Над чем работать? Да, Совершенству нет предела, правильно? конечно. Что Давайте. там у нас в нашем У нас мясо жарится. Енді соған да? Ребят. Қояйық, Мгм. Давай уже наш лучок. Запах. А ты помешай. Это мы уберем. Смотри, что мне нарезать? Морковку, может? Помидоры, я думаю. или Помидорчики? Как? Рассказывай. тонко. Гульджан, расскажи, как ты готовишься к своим передачам, к эфирам? Серым. Как происходит подготовка? Ты заранее знаешь, кто у тебя будет в гостях, правильно? Да. Как происходит подготовка? Даже у нас раньше недели все, у нас гости определены. Сусанна Ханум Бейтула и Лемарочка Ханум гостями работают. В последний момент они нам говорят, кто у нас в гостях. Сметолса, мы с ними разговариваем, я вопросы определенные задаем. И встречаем, как всегда, с кофе. Начинается наше утро. Гости всегда рады. И хоть снег, хоть дождь, они приезжают с Красногвардейского, с Джанкоя, с Кедой. Машалла, как приятно, да? Да. Что несмотря на погодные условия, несмотря на настроение и прочее, гости приезжают, все проходит успешно, классно. И всегда приятно на вас смотреть. Да, даже узнают. Даже когда... Уже узнаю. Да. Приятно. Говорят, Приятно. а можно с вами сфотографировать? Конечно. Или, а можно автограф? Бывает. Открывает. Мгм. Ну, На значит, свадьбах. на свадьбу. А, кстати, Гульджан, просматривала твои фотографии в Инстаграме. Сейчас наша молодежь вся там. Все можно посмотреть. И как бы это не удивительно, просматривала твои фотографии и увидела фото, как ты ведешь свадьбу. Фото и видеоматериал. Расскажи об этом. Это твое новое увлечение, новая работа? Как ты к этому пришла? Я не пришла, просто первый раз в прошлом году попросили родственники. С этого все и началось. Потом этом году кому-то увидела. понравилось, Да, еще. Гости и крымско-татарское телевидение, и крымско-татарский народ воспринимает все так легко. И кымның қызы бұл. Это более этап. Мен белесем шымды, бұл ішіні башладым.
Çok meraklı elbette. Artı olsun. Sağ olunuz. Allah kolay Anda gelsin. çok insanlar ve elbette sen 2-3 kamera için çalışmaysın. Anda 200-300 Adamlar için. Adamların, onların men için en böyle gururlu şey, men kelin ve kuyovning böyle gözüne bakam, men açam toyunu elbette ve onların gözlerinde böyle gururunu, işançını görmek her bir şey yaxşı olur. Heyecan da yok olar ve elbette onların gözlerinde her vakit işinin neticesi. Машалла, Гульджан, Да, машалла. Проводишь какие-то конкурсы? Конкурсы очень веселые. Ну, я пока попадала только, как сказать, в сторону ноғайлар тарапына айтмаға. Все были ноғай, и когда и говорят конкурсы, только включайте ноғай бейтлері. Я говорю, хорошо. Я говорю, всем должно быть одинаково, все мы едины, и тойларда да әрбір жерде бераберлікте. Нугай бейтлері, кстати, у нас звучали уже в студии. Так, а специи когда? Потом, В попозже? конце, да. В конце. Мясо наше уже томится с лучком. Гульджан, а скажи, есть у тебя какие-то увлечения помимо работы? Расскажи нам Да. об этой своей стороне. Конечно же, спорт, Так, я готовка. тебя перебью, что мне еще нарезать? Нарезать, я думаю, капусту Капусту большими кусками. большими кусками. Занимаюсь я спортом. Кроме этого, Не сомневаюсь. люблю очень готовить. Иногда пишу стихи. Бывают моменты, пишете? да. Очень вдохновляет, когда домой еду. Природа Слушай, Крыма. Гульджан, я тоже пишу стихи. Давай об этом поподробнее. Какая тематика у твоих стихотворений? Я думаю, Откуда, чем ты вдохновляешься? природа, близкие, родители. Самое, что ни на есть дорогое у нас, правда, наши Да. родители? Я вот хочу пожелать всем нашим родителям здоровья. Это самое важное в жизни. Берегите и цените своих родителей, дорогие друзья. А Добрый теперь о сон. твоих стихах. Да. Ты можешь нам сделать такой подарок, прочесть что-нибудь свое? Да, Я бы щас. была очень тебе благодарна. Ну, к сожалению, что я пишу, я не учу. Ну, конечно, я вам это расскажу. Сейчас, я думаю, нам картошечку, да? Если Да, можешь брать, конечно. Это же блюдо твое, поэтому ты хозяйка. А я ассистент. А мы будем сейчас ждать, когда нам Гульджан почитает свои творения. Так, а пишешь о природе, да? О пейзажах? Родители. Фарум-татарджи? Фарум-татарджи. Машалла. Мен харым-татарджи да язам, русча да язам. Шамда. Мен белесем сізге оқыжам. Так, я Фарум-татар тілі. отвлекусь и послушаю. Әлбетте, бұл шиырым бақ тақында ве соңғы бұл ратлық күндерінде яздым. Evге кеткенде ве анамның әлбетте айлемнің ішінде бөлі шиыр бақ адландырыла. Анамның güzel сымасы, бабамның бір бақышы, дүнияның ең güzel ері менің айлем евімдір. Yıllar keçе тоқтамай, деңіше бой қияфет, ama анам бабам үшін мен кене севілген кішік. Аятның перделері, вақытның талаплары, бізні алдыңға тарта, бір аң ойланып бақсаң, сенің бір ішіңде анаңның идракы, бабаңның тербиесі. Интылмақның мақсады, яқынларымның қуанчы, барлық көзлерінде ғұрур сөзі көрмектір. Құдіретлі дуаларын, қиметлі тербиенің бақтызыны көрмектір. Ай, машалла. Я чуть Ой. просветилась, Гульджан. Сау болыңыз, Это так трогательно. Ты посвятила стих самым родным людям. своим родным родителям. Машалла. Сау болыңыз, Алла саулық берсін бе ұзақ өмір біздің аналарымызға бе бабаларымызға. сау болыңыз. А мы продолжим на такой минуте трогательной готовить наш дымлама. Да. Я нарезаю капусту. Мгм.
Гульджана, помимо стихов и спорта, поешь, танцуешь? Танцевала восточные танцы, когда училась в КИПУ. Хип-хоп? Нет, восточные. Мне послышался хип-хоп. Восточные танцы. Уже не занимаешься? Нет, времени нет. Переросла, да? Времени нет. Я думаю, помидоры, да? Помидорчики. Да. Помидорчики пустят свой сок, и наша домлама будет сочной благодаря им. Как температурка? Давай я сделаю побольше. Побольше? А наши прекрасные блюда готовятся благодаря нашей прекрасной технике горения. Каждый стремится быть профессионалом в своем деле. Стать профессионалом на кухне вам поможет техника горения. Горение выбрано именно вами. Машалла, сіздің бөле донатмаларыңызға. Мен енді белесе енді Сау. әрбір шайны текран қоша білеміз, енді қалушыларны да. Пек қолайсыз де çalışmak çünkü böyle alev ve sen onu duymayısın. Nasıl anda kaynar әрбір шай. Öyle test. Тез. Енді маған биберлеріні берсеңіз. Биберчиклер. Екі дәне. Nasıl дүлбер хармаза. Көз мевсімінде бұл салат биберлері етіші ve олар витамин С-ге çok байлар ve şu себептен айтмаға істеймін. Сағлам аят рубрикасында бұл ақта ер вақыт айта. Ve мен түсінем ки біздің азиз телесерділеріміз бұл мақсулатларны пішірместен де ашай білелер. Балачықлар бек себелер бұл биберлерні. А что еще такое очень полезное? Что ты посоветуешь? Вот ты ведешь рубрику «Сахлам аят». Ну, всегда зелень, хоть зима, хоть весна. Ну, я думаю, зелень всегда полезна. И полезные продукты, не жир. Главное, я думаю, не хлеб. Хлеб не нужно кушать. Я не употребляю хлеб. А почему? Расскажи. Не знаю, ну так привыкла. Ну, я люблю очень лепешки, как я сказала. Ну, хлеб для меня, я даже суп без хлеба ем. Так привыкла. Может, для фигуры. Можно... Машалла. Гульджан, я вижу, у нас тут пенер. Это для чего нам? Мы будем еще что-то делать? Да, мы еще салат будем делать с мясом. Можно называть как обычный салат, можно называть как шакарап. Тогда что у вас есть дома? Помидоры, огурцы, лучок, бринза и зелень, конечно же. А давай я начну тебе помогать. Давайте. Делать наш салатик. Так, для этого нам нужно что? Нарезать огурчики, помидорчики и перец. пенерчик. А мы начнем делать салатик. Я начну с огурчиков. Әлбетте, әзіз телесерділер, мен бөле япам, мен хаштырмаймын әрбір шейлерні. Сіз, я хаштыра білесіңіз? Жоқ, мен де хаштырмаймын. Думлана берсіңіз. Смотри, Гульджан, подскажи мне, пожалуйста, вот нарезать так? Потоньше, я думаю. Потоньше. Каждая хозяйка делает по-своему. Сегодня мы делаем так, как нам говорит Гульджан, потому что ты наша уважаемая гостья. Кстати, Гульджан, так необычно видеть тебя на кухне здесь, потому что обычно мы встречаемся где-нибудь в коридоре, в гримерке. Можем посидеть, поболтать, Очень созвониться интересно. по работе, а сегодня ты здесь, и мне очень приятно. Мне тоже очень приятно. Гульджан, а расскажи о своей семье. Сколько у вас деток в семье? У нас трое. Трое. Сестре уже почти, как сказать, 46, брату 45. Уже они взрослые, у нас большая разница. Брату у нас 16 лет разница, сестрой там 17. Как я родилась, Анашка меня родила в 40 лет, и она не ожидала, она долго ждала. И А теперь, наверное, очень рада очень рада. иметь такую прекрасную дочку, помощницу. Да, она говорит, не ожидали, она работала, она у меня учитель начальных классов. Она работала в Узбекистане и говорит, ну, работаю. Говорит, и говорит, зауч спрашивает, а где, говорит, в Мамбетово? Она говорит, в декрете.
Как это? 40 лет пошла рожать. Она говорит, не ожидали и быстро, и получилось. И брат долго говорил, на меня не похоже, почему не мальчик. Ну, когда уже взрослый, он больше меня сейчас любит. Очень приятно. Ну еще бы такую сестреночку не любить. У всех уже семьи, уже мои племянницы уже первый курс поступили. И еще не замужем у нас. Нет, Завидная невеста. еще рано. я думаю. Бахтол, Гульджан. Савамус. Женское счастье – это очень важно. Пока работа. Какие у тебя дальнейшие планы на Дальнейшее жизнь, так скажем? сметался саба программасы, как всегда. Что-то новое в ней, наверное? Новое мы хотим, конечно же, кухню добавить. идей. Я не буду секреты раскрывать. У нас много идей сметался. Саба программасы ер вақыт өз үстінде çalışа ве инкишаф ете. Біз әлбетте біздің кадрларымызда бөле рухны ве бір тарафлама көстермеге істейміз. Енді біз сметалса тұра жақмыз. Машалла. Ве çalışамыз. У каждого человека есть мечта, Гульджан, правда? Да. У тебя есть какая-то такая сокровенная мечта? Ну, я думаю, это секретная должна быть. Водичка у нас очень вкусная, чистая, торговой марки Аквастар, Гульджан. Аквастар – это крымская вода, каждая капля которой несет в себе вкус чистоты. Аквастар доставим воду в ваш дом и офис в удобное для вас время. Давайте создавать ваш уютный мир вместе с Аквастар. Мен тасыде çok şeylerini көрем. Можно, да? Да. Никакая дымлома не обойдется без зиры, да? Да. Добавляешь зиру? Да. Только руками я люблю. А давай руками. Руки у нас чистые, дорогие друзья, мы их хорошенько с мылом помыли перед эфиром. Да. Так что... Без миге он хохусы чихасу. Ну что, теперь будем ждать? И лавровый лист. Лавровый лист я тебе предложу, смотри. У нас есть настоящий вот такой лавровый лист, не в пачечках, а вот такой чудесный. Мы сейчас выберем красивый листочек и вот таким образом добавим. Помельче. Ты его хочешь Да. размельчить? Давай, размельчим. Хох, сычхар, он, да. А мы закроем крышечку и будем ждать наш вкуснейший дымлама. Спонсор кулинарного шоу «Софра Габырыныз» – торговая марка «Урожайна». «Урожайна» – это мука и крупы крымского производства. Каши и гарниры из крупы «Урожайна» всегда вкусны потому, что внутри упаковки только лучшие проверенные крупы, а тесто и выпечка из муки «Урожайна» всегда получаются такими, как вы задумали. Именно поэтому нравится всем. «Урожайна» – хозяйки знают, что выбирают. Ну что, Гульджан, наш салатик уже готов. Готов. Пока мы ждали приготовления нашей дымламы, мы приготовили вот такой красивый салатик. А дымлама наш готов. Готов. Давай уже Открываем. будем, наверное, накладывать, да? Да. Ой, какая красота! Такой красочный, замечательный и очень вкусно пахнет. Да. Запах обалденный. Давай я тебе помогу, Гульджан, Ага. буду держать тарелочку. Хаштарарах. Хаштрамас. Бисмилля. Етлерімізде. Etlerimiz yaxshi pishdi, kartobimiz yaxshi pishdi. Етлеріміз мына яғларымызда көріне. Yeter mi Gülcan? Етер. Yeter. Суындан қояйық. Suğundan, Мгм. koy suğundan da. Endi kel buyur. Мгм. Böyle salatamız var ve dımlama деген aşımız.
Буйр Гульджан. Бекамсыз. Мен. Істегі олған ватандашларымыз бұнда нені қоша білелер? Сіздің пікіріңізге көре майонез еді. Ханда думламаға. Дымламаға бекам. Это по вкусу уже. Можно, конечно, добавить майонезик. Гульджана, к нашему салатику и нашему блюду я тебе предложу вот такую замечательную горчицу. Я знаю, что люблю. ты любишь остренькое, да? Дорогие друзья, майонезы, соусы, горчицы торговой марки «Мечта хозяйки» – это классический состав, классический вкус. В составе с отборными ингредиентами «Мечта хозяйки» – это такая доскональность, ну просто пальчики оближешь. «Мечта хозяйки» гарантированно вкусный результат. Салатик положу. Я вот сюда поставлю. Если захочешь, можешь добавлять. Ну что, пробуем? Пробуем, буйрымыз. Kokusu. Спортсменка, комсомолка еще и вкусно готовит. Да, Сağ Гульджан? Гульджан, ты очень вкусно приготовила чохсагу. Сіз де сау болыңыз, дәвет еткеніңіз үшін. Гульджана, наша торговая марка Лева дарит тебе вот такой прекрасный подарок. Evde хавечек içip bizni hatırlarsın. Sağ ol Ayşe Hanım ve мен білесем çok böyle önemli hediye ve elbette bizim teleseyircilerimiz de bizni көріп Саба программасымен ve Sofrağa buyurunuz программасымен öz hayatlarını güzelleştirirler ve böyle işlerini bizden beraberlikte yaparlar. Сегодня с нами была Гульджан Мамбетова и я, Айша Джевдетова. До встречи на телеканале Милет на следующей неделе. До новых встреч, друзья! Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез «Мечта хозяйки». Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье Байстарк». Создана Старк, выбрана вами.